Старым вещам всегда можно подарить новую жизнь. Например, в новом облике. Я думаю, что у всех найдутся старые ненужные мужские рубашки. Давайте найдем им применение и сошьем очень нужную для кухни вещь – фартук. Привет, девчонки! С вами снова «Зеркальце» – программа для самых модных и находчивых девочек. Меня зовут Эльфия, а это моя очаровательная помощница Адель. Мастерская начинает свою работу. Итак, что нам понадобится? Для чудесного превращения рубашки в фартук нам понадобится вот такая мужская рубашка. С чего начинать? Отрезаем по боковым швам и убираем рукава. Рукава нам еще пригодятся, из них мы сделаем карманы. От середины переда отступаем 10 сантиметров. И с помощью мелка чертим линию. Вот таким образом. А воротник оставляем? Воротник я решила оставить, так будет интереснее. Теперь с другой стороны. Проделываем все то же самое с другой стороны. Сзади у воротника обрезаем все под корень. Вот что у нас получилось. А что будет спереди? Спереди у воротника делаем надрезы, чтобы можно было подогнуть. Примерно по 1 сантиметру. Теперь подгибаем и фиксируем иголками. Вот что у нас получилось. Осталось прошить на машинке. Интересно, а кто придумал фартук? А знаете ли вы, что история фартука начинается с Древнего Египта? Никакая церемония не проводилась без использования передника, который одевали правители. Мужчины, состоящие на государственной службе, пользовались передником, который защищал их от ранений в боях. По истечению некоторого времени фартук стал настолько популярным, что получил признание в Европе. В бронзовую эпоху его использовали жители Крита, особенно мужчины. У них был огромный кожаный пояс, вокруг которого, собственно говоря, и обвивался передник. Рабочее предназначение фартук получил уже во времена Средневековья. Ведь платье, в котором свою деятельность ведет домохозяйка, необходимо было чем-то покрывать. Позже передник стали применять сапожники, кузнецы, повара и другие специалисты. Сегодня фартук является символом домашней одежды. Ну что, продолжим? Конечно, из спинки нашей рубашки вырезаем 2 одинаковые полосы и шьем пояс.
теперь ты попробуй. Вот что у нас получилось. Прошьем на машинке? Пояс мы пришили. А из рукавов мы сделаем карманы. Держи. Манжет мы оставим, так будет интереснее. Теперь второй карман. Фартук готов. Вот так у нас получилось. Оставайтесь с нами, девочки. Дальше будет еще интереснее. Все сладкое повышает уровень серотонина в организме, который отвечает за настроение. Организм очень быстро попадает в зависимость и все время требует очередную дозу сладкого. Как же избавиться от этой привычки? Для начала разреши себе небольшой кусочек шоколада или тортика в день. Постепенно убирай и мучное. Лучше перейди на сухофрукты и мармелад. Чай пей с медом или вареньем, но не вечером. Было бы неплохо, если ты перестанешь хранить дома сладости. Лучше носи в сумке бананы, виноград, хурму или батончики мюсли. А вот если ты любишь шоколад, то придется его заменить на гематоген. Попробуй найти себе хобби, займись спортом, йогой. Поверь, как только ты наладишь свою жизнь и определишься с целью, ты навсегда забудешь о своей зависимости от сладкого. Сегодня мы узнали много нового из истории одежды и сшили красивый фартук из рубашки. Получили незаменимые советы из зазеркалья и научились делать еще одну стильную прическу. Девочки, надеемся, что вам понравилось. А если что-то не успели записать, всегда можно посмотреть наши передачи на нашем сайте. Наше время подошло к концу. А ваше только начинается. До скорых встреч в нашей мастерской. Пока-пока!